Добрый день. В период с 2004 по 2008 годы в Южной Осетии совершается ряд терактов. Их организуют спецслужбы Грузии. Таким образом, они хотят решить две задачи. Первое – запугать и сломать дух осетинского народа. И второе – физическое устранение руководства Республики Южная Осетия и захват обезглавленной республики. Здесь, на центральной площади Цхинвала, в один из праздничных дней они хотели совершить свой главный теракт. По плану грузинских спецслужб в результате этого теракта должны были погибнуть сотни осетин, а сразу после в город должны были войти грузинские войска. Но этим планам не суждено было сбыться. Комитет государственной безопасности Южной Осетии предотвратил тот страшный теракт. А главную роль в операции сыграл внештатный сотрудник юго-осетинских спецслужб Инал Колиев. Именно он сегодня герой большого интервью. Этот выпуск мы сделали для того, чтобы напомнить, а для кого-то и рассказать о том, какой ужас пережила Южная Осетия даже в те дни, когда войны в республике не было. В этом выпуске вы узнаете все детали той уникальной операции устами Инала Колиева, который несколько лет ходил в одном шаге от смерти ради своей страны. То есть даже детей не жалко? Парады, кто бывает? Дети бывают большинство. Праздники, кто выходит на площадь? Дети. Это все они знали. Для них это любой ценой. В душе такое плохое ощущение осталось, что я именно нахожусь с такими людьми, рядом сижу, которые мечтают зайти в Южную Осетию и натворить там плохое. Руля ледит и ирунфлаг, автотахт ирунфлаг. Мы на это тоже посмотрели, мадам, что это там такое, хотя строго на меня. То есть Зырянов был твоим другом? Да. И они хотели его выманить и убить. А почему его? Я их спрашивал, что с ним произойдет. Они сказали, или ему будет грозить пожизненно, или мы его сразу на месте убьем. За это мне тоже большие деньги предлагали. Хшава Дженни, фала родина, гайма мама, имбиля комендарта родина, ноль. Теолог достудана родина, Николич. Нолдарса свалаттан, нолдарса ахиваттан. Удана родина, ноль. Фандедан билунтат. До родина, мадабон башан, кунама, до родины воздуха, сулафа. Они готовились к ним годами готовились к этим терактам, и я им это все испортил. И для них это был большой шок, что такой провал для них. А так насчет терактов предлагали с $5000 до $20 000. Такие деньги предлагали насчет одного теракта, чтобы мне просто закинуть один ящик. И все. Мне позвонили спецслужбы Грузии, они не заметили, что через меня произошло это все. И позвонили, сказали, что скорее, чтобы я выехал из города. Предлагали дом, машину, работу, все предлагали. Чтобы ты уехал в Грузию? Я приехал, взял свою семью, уехал в Грузию. И получилось так, что в этом виде была взрывчатка? Да. В этом вине была взрывчатка. Это был мой долг. Это мой был долг. Инал, добрый день. Добрый день. Инал, расскажи, пожалуйста, вот твоя жизнь как будто из фильма. Как ты стал внештатным сотрудником КГБ Южной Осетии? Это было в начале 2005 года, когда грузинские спецслужбы вышли на меня. Тогда искали таких людей, которых есть родственники в Грузии или чем-то связаны, каким-то бизнесом или чем-то связаны с Грузией. Чтобы на них влиять, я так понимаю. Ну, да? чтобы как-то иметь заложников, родственников или знакомых. И вот так граждане Южной Осетии выходили, грузинские спецслужбы. А у тебя на то время, я так понимаю, кто-то был, да, в Грузии, получается? Да, у меня мать грузинка и много очень родственников в Грузии до сих пор живут. А вот интересно, Инал, вот как это было, как они на тебя вышли, что они тебе говорили, вот вспомни этот момент. Я был в гостях у тети, они пришли ко мне туда. Это в Цхинвале? Нет, это было село Иргнеты.
Я в гостях был у тети. Как они узнали, я у тети, они подъехали туда. Они представились в Министерство иностранных дел с самого начала. Он был один, этот человек, или? Да, они были вдвоем, спецслужбы, вдвоем были. В кафе присели, начали разговаривать. Как они начали по политику разговаривать, я понял, что они не с министерства. Что они говорили, Инал, конкретно? Вот как они начали? Вот очень интересно. Отзывались от правительства о плохих мнениях. Так, Южная Осетия. да. Такие истории рассказывали, что как мы раньше были в хороших отношениях, жили хорошо, а сейчас якобы винили нас, что мы в этом, наше правительство в этом виновато. А ты понимал, что тебя начинают вербовать? С первого дня понял, что они с ним министерство, и потом они в конце разговора признались, что, где они работают, кто они. Что они сказали? Они сказали, что работают в МГБ Грузии с горы. И в чем был смысл их разговора, что они хотели от тебя? Они хотели, чтобы я на них работал. И дали первое задание, я помню, узнать на улице Героева, в каком адресе живут гости с КГБ. То есть там была, я так понимаю, квартира конспиративная? Нет, частный дом был. И в частном доме жили сотрудники КГБ. И они хотели этот адрес. Они знали этот адрес, просто проверяли меня. Я с первого задания сразу, как приехал в Осетию, в Южную Осетию, сразу же рассказал спецслужбам Южной Осетии, КГБ Республики Южной Осетии, комитету. Сказал ситуацию, в какую ситуацию я попал, в какой ситуации я нахожусь. И дальше все, что связывало нас с Грузией, это все происходило через комитет государственной безопасности. Вот, Инал, интересен сам процесс, как он происходил, да? То есть ты едешь туда на встречу, получается, с ними разговариваешь, со спецслужбами, с представителями спецслужб Грузии, и потом приезжаешь в Южную Осетию, и дальше что? Дальше я приезжал и встречался с одним человеком, которого я не могу назвать имя и фамилию. Представитель КГБ Южной Осетии? Да, представитель КГБ Южной Осетии. Встречался только с одним человеком. Рассказывал ему, что они передали мне, что им интересуется. И дальше ждал указания, ждал, какие они указания дадут. Инал, а вот твоя семья, они знали, что ты работаешь на спецслужбы? Нет, моя семья не знала. Моя семья... Я поздно приходил домой, очень поздно в то время. Уходил поздно и очень поздно приходил, потому что надо было ночью встречаться с спецслужбами Грузии. И после этого встречался здесь с нашими комитетом. С представителями комитета? Представителями комитета. И очень поздно. Было в 2 часа приходил, 3 часа. Даже дома думали, что я где-то гуляю или что-то, не знаю. Если изменяешь, да? То все мысли были, тем более дома у меня там разные телефоны были, разные телефоны, разные смс-ки приходили, разные там слова, там не было таких напрямых слов, и были такие, имена тоже измененные были, там все другие имена были записаны. То есть спецслужбы Грузии тоже тебе звонили или сообщения присылали на твой телефон, получается, да? У меня дома в кармане был 2 телефона, а дома где-то 3-4 телефона еще лежало. Для связи, получается. Для связи, которые из дома не выходили, только из дома их связывался с ними. Это тебе дали грузинские спецслужбы? И грузинские спецслужбы, комитеты, нашему комитете тоже дали. Вот мне интересно, как ты объяснял в своей семье, что вот ты же не мог сказать это прямо, что ты работаешь, но как ты объяснял, что ты отсутствуешь, например, дома, поздно приходишь, как ты своей жене, может быть, родным объяснял это? Я говорил, что по бизнесу, уходил по бизнесу, это все, и вот это так оправдывался. Был такой момент, что они сказали, что надо мне устроиться куда-нибудь в органы.
Ну, я посоветовался с нашим комитетом и нашел работу в МВД. Устроился в МВД, начал в МВД работать. И в тот момент дома лежали телефоны. И как-то мы с сотрудником комитета разговаривали, как-то любовные смс-ки друг другу послали. И так, Через это так да, разговаривали? через смс-ки присылали друг другу любовные смс-ки. Я в работе нахожусь, и из дома мне звонят. Срочно тебя дома ищут. Я думаю, что-то произошло. Не было такого, что меня дома срочно искали. Домой прихожу и говорят, вот твой телефон нашли, там любовные сообщения тоже нашли. Ну а жене не объяснишь, что это Жене никак не объяснить, не рассказать. Ну, не было, даже родным нельзя было это все рассказать. Друзьям никому было рассказать это. Ну, в то время такой момент был, что мне очень тяжело было, очень трудно было и сказать одному, второму, доверять, там, муж, да, мог доверять семье, там, друзьям тоже многим. Но потом бы, если что-то откуда-то вытекла информация, не узнал бы откуда. И я так уверен был в себе, что лучше не знать никому. Знали несколько человек, больше никто. Инал, еще такой вопрос. Я знаю, что это были тяжелые довоенные годы, когда все время происходили какие-то перестрелки, все время агрессия грузин была, да, они обстреливали город Схинвал и районы республики. И ты в то время ездил в Грузию. Но и опять же, друзьям, соседям ты не объяснишь, что ты едешь по делам спецслужбы, да, и по делам своей республики. Вот как они реагировали, что они тебе говорили, твои друзья? Многие заступались за меня. Да, были разговоры, я слышал, доходили до меня слухи, что были разговоры про меня, что я якобы шпион какой-то там, и плохие слухи до меня, да. Многие заступались, многие приходили ко мне, друзья, настоящие друзья приходили ко мне и говорили, вот я за тебя заступаюсь, и смотри сам, чтобы завтра мне стыдно не было. Ведь я им говорил, все будет нормально, дайте мне время, и все будет нормально. Я просто не могу тебе сейчас ничего объяснить и сказать. Дайте мне время, и пройдет время, и все вы поймете. Но я так понимаю, Инал, были люди, которые тебя осуждали, что ты туда ездишь. Да, очень много людей меня осуждало, и были такие моменты, что за мной даже подглядывали, смотрели, как слежка я уезжаю. велась. Да, была слежка, тоже была, я даже... А кто они были, эти люди? Ну, они в органах тоже работали. Им просто их предупредили, сказали, что такой человек. Ну, такое время было, что дорога закрыта была. И я через границу проехал. 2 границы проехал. Ну, наши пропустили меня как сотрудника, доверили ее, пропустили. А там ждали меня на границе уже спецслужбы, и там тоже пропустили. И многие это видели. И здесь и не понимали, что происходит. И за мной начали по-другому смотреть, подглядывать. Я замечал, я даже в комитете это сказал, что в любой момент могут меня там поймать, там, сказали, что заранее ничего не можем помочь. Если поймают там или кто-нибудь там что-нибудь скажет, тогда тебе поможем. А сейчас не можем тебе никак помочь. Ну, они были в тот момент правы. Соседи, знаешь как, по-разному было. Соседи, ну, напрямую никто ничего не говорил. Ну, напрямую никто ничего говорил, а там... Слухи доходили, там кто-то по разных мнениях был. Даже был, например, что они вот? Ну, даже был такой момент, что я в грузинских номерах машинах ездил, там, заезжал, въезжал, там, и это для них было неожиданно, конечно, что вот так я заезжаю, въезжаю, любой границе приезжал, дорога закрыта, не закрыта. В тот момент постоянно был такой момент, что звонили, там надо встретиться, надо въехать, и где бы ты ни находился, тебе... Это грузинские спецслужбы, ты имеешь в виду? Да, ты должен выйти на связь, ты должен встретиться с ними. Был такой момент, я помню, что я в МВД на дежурстве был. Они позвонили, я отпросился. Я выехал на границу Никозы, это район Шанхая, вышел и сел в машину.
и разговариваем. Вдруг я как-то зашевелился и заметил, что у меня пистолет в кармане. Обычно я не забирал с собой оружие, чтобы они ничего не подозревали. Ну, в тот момент, такой момент был, что оружие со мной было. Ну, они это не заметили. Ну, просто для меня как-то неожиданно было. Неудобно было, да? Вдруг подумают. Сколько человек к тебе приезжало, вот, чтобы с тобой разговаривать? Как эти встречи проходили? Вот ты приехал. Обязательно это должно было быть в Грузии, да, получается? Обязательно? Да, обязательно было в Грузии. Они приезжали с самого начала в ТЭК, в Эргнеты. Туда, первые встречи были туда. Потом Никози, село Никози. Был момент Мугут. А сколько их было обычно человек? Ну, было 2-3 человека. 2-3 человека, не больше. Никогда не было больше. Ну, было уже, когда уже последние задания шли, тогда уже даже генералы приехали. Никози приехали. С тобой разговаривать? Да, со мной приехали. Тогда приехали генералы разговаривать. В Никози там у сотрудника НГБ Грузии дома сидели, с генералами разговаривали. Это был разговор насчет Парастаева Тила, побега. Ну да, Тила мы тоже дойдем, конечно. Но мне интересно, Инал, вот неужели не было страшно? Было очень страшно. Я, когда начали наши спецслужбы, комитеты, давали жучок на... А у тебя всегда был жучок? Нет, жучок с самого начала не было. Ну, последний, уже в середине задания был жучок с собой. Я его должен был по дороге включать. Иногда не включал. Страшно было. Иногда выключал. Ну, как-то по дороге карман ложил, потом в другой карман, потом куда-то. Ну, прятал в разных местах, чтобы не нашли. Ну, был такой момент. А тебя обыскивали? Нет, меня никогда не обыскивали. Ну, страшно равно, было, конечно, да. ну, страшно было, что выпадет из кармана там, или что-то, какой-то звук будет, или, не знаю, ну, заметят, или увидят в кармане, что-то у меня лежит лишнее. Вот такие ситуации. Потому что заставляли телефон отключать постоянно, когда разговаривали. И не хотел, что жучок нашли. А так жучок с собой забирал, записал нашего разговора. Как ты считаешь, почему они тебе так доверяли, что даже не обыскивали? Знаешь как, очень много времени они меня проверяли, очень много времени. А как они тебя проверяли, вот интересно? Давали мелкие задания, давали какие-то, Ну, например? ненужные. Вот надо сфотографировать склад, вот есть в сторону Кусреты склады большие. Вот они дали мне это задание, чтобы я их сфотографировал. Им не нужны были эти фотографии, им это не нужно было. Ну, хотели проверить меня. Я, конечно, все через комитет, все проходило через комитет. Они разрешили, чтобы я это сфотографировал. Я издалека сфотографировал с машины. То есть тем самым они проверяли? Да, много времени они меня проверили. Даже почти год проверяли меня. Ну, не нашли. Даже если... Здесь даже за мной следили даже в Осетии. Они ничего не замечали. Я был очень осторожен был во всем. Во всем. Ну, не доверял никому, только одному человеку. Через одного человека это все происходило. А кто еще, кроме КГБ, представителей КГБ Южной Осетии, знал, что ты работаешь вот, фактически агентом спецслужб? Никто. 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 Я не знаю, в то время президент в курсе был или не был в курсе, но я думаю, никто. После того, как они сказали тебе пойти работать в МВД, ты пошел, что было дальше? Они меня, ну, я полгода проработал в МВД, и через этот полгода тоже была проверка. А что они говорили, вот В то интересно? время они меня проверяли, я встречался, в то время выходил на встречу к ним. Ну, тогда были очень мелкие задания, очень там и фамилию, как чья-то должность, чья-то Знать, там, да, фотографию вот этого склада, там, вот этого места, вот, ну, вообще мелочи. Я знаю, еще военные склады тебя заставляли фотографировать. Да, фотографировали военные склады, ну, потом это было с самого начала. А в последнее время уже они перешли, все по-другому перешло. Когда уже у них появилось доверие,
они перешли уже взрывать эти объекты. Теракты. Да, теракты делать. Когда они меня проверили, я прошел проверку у них, они начали настраивать меня делать теракты. А я знаю, еще тебя попросили перейти работать в тюрьму нашу республиканскую. Да, они настраивали меня сильно, чтобы я туда устроился, найти работу там, даже дать взятку кому-нибудь, чтобы устроиться туда. Для чего? С самого начала они не говорили это, зачем это им надо. Когда я уже устроился, они вот на встрече Никози с генералами, они там положили мне такие фотографии большие. Ну, весь тюрьма у них фотографии, даже кабинет начальника тюрьмы, даже где Парастаев Тилай, кто им интересно было, им его камеру, где он сидит. Вот все фотографии у них было. Все фотографии. Ну, эти фотографии, откуда у них были, я даже не знаю. Это не мои фотографии были. У них это было уже подготовлено. И сказали, что любые деньги в то время мне давали до $200 000, чтобы я сделал побег Тила. Кто это был, Тила, расскажи. Тила в тот момент сидел там. Я их потом наедине с одной спецслужбой Грузии, наедине спросил его, зачем вам Парастаев? Он мне по секрету это сказал, что такие должности, как Тила в Южной Осетии был, у них на свалке мусор ищут. Это просто очередной человек, который пойдет против Южной Осетии. Они хотели... То есть он будет изменником, получается? Да, он будет изменником. А почему они выбрали именно его, Инал? Знаешь как, не знаю, в каких они отношениях были раньше. Скорее всего, да, не знаю, в каких они отношениях были, но им очень он нужен был, этот человек. А как должность им не нужен был, потому что у них должность он интересен был. Они хотели просто, он пойдет в Грузию изменником, и за ним другие тоже пойдут. Вот у них эта задача была поставлена, что чем больше людей перейдут в сторону Грузии. И выбирали таких людей, должностных людей. После я им объяснил, что Парастаеву делать побег невозможно. Невозможно, что без жертв это невозможно, что его охраняют, и я не смогу это сделать никак. И они искали таких людей, которые бы через меня искали таких людей, которые бы это сделали. Ну, Побег. Да, побег. Ну, побег это, знаешь, как убить конвой. Это По-другому не получалось. по-другому не выходило там, потому что напасть на тюрьму в тот момент невозможно было. То есть охранение было хорошее. Да, охрана была хорошая, и тюрьма находится в центре, почти в центре города, и невозможно было его напасть на него. Как ты считаешь, Инал, этот человек был связан со спецслужбами Грузии? Я не знаю, я не могу это сказать. Может, он в хороших отношениях был с кем-то, с чиновником с Грузии, и они очень интересовались днем. А так я не могу сказать. Это был не до меня. До меня это все было, я не знаю, это не могу сказать. Что потом произошло с ним, с этим человеком? Он в 2008 году, когда все во время войны их отпустили всех, выпустили всех тюремщиков, он сразу ушел в Грузию. В Грузию? Да, он уехал, он ушел в Грузию. Ну и вернемся назад, что было дальше. Ты устроился работать в тюрьму, а вот дальше? Во время тюрьмы, когда они поняли, что я не могу им побег сделать, и не могу найти им людей, подобрать людей, которые бы это дело сделали, они перешли на другие задания. Делать теракты в городе. Теракты? Да. Именно в военном объекте. Именно Министерство обороны Республики Южной Осетии. Склад, горючим смазанное. Смазочный материал? Да. Вот туда закинут маленькую коробку.
И через 10 минут, что там произойдет, это уже... Ты можешь уйти за 10 минут, это и что там произойдет, это уже якобы не твои проблемы. Инал, когда они тебе первый раз сказали про теракт, что нужно совершить теракт? Вот о чем ты подумал? Мне было в то время очень тяжело. Я знал, что этот теракт невозможно сделать, и это нельзя сделать. Это так и так люди тогда в то время были напуганные в городе, и невозможно было этот теракт сделать. И отмазывался как мог, сказал, что там охранник рядом, у него будка там сидит, охранник, и по-любому охранник умрет, и я грех на душу не возьму. И отмазывался, я сразу им объяснил и сказал, что я убивать никого не буду. А как эти люди, с которыми ты встречался, фактически сотрудники спецслужб Грузии, вот как они относились к народу Южной Осетии? Вот очень интересно. С самого начала они ласковые слова говорили, а потом уже, когда они уже начали мне доверять, они уже такие слова при мне говорили. Мне очень обидно было. Я даже мог в тот момент заплакать. В душе такое плохое ощущение осталось, что я именно нахожусь с такими людьми, рядом сижу, которые мечтают зайти в Южную Осетию и натворить там плохое. Вот там они мечтали об этом, зайти в город. Тот говорил, я там дом отниму, там я такое сделаю, там, ну, плохие слова говорили, я даже не могу это все повторить. Например, был такой случай в Зеленой Козе. Я жучком пошел туда, включил жучок, сел в машину, двое впереди Ниве сидят, я сзади сижу. И они начали про политику опять говорить и начали президента материть. Нашего президента? Да, нашего президента материть. В тот момент я вообще растерялся, не мог ничего сказать, промолчал, как сказать. Другого выхода не было? Да, другого выхода не было. Ну, мог как-то что-то сказать, в принципе, промолчал. Как-то они на это внимание не обратили, что я молчал. Был случай еще, такой случай. У меня тогда в тот момент машины не было, и я у друзей просил постоянно, когда... Чтобы с ними встретиться, да? Да, потому что пешком трудно было переехать границу, перейти границу. И я выезжал в разные села. Был такой момент, что они приехали в сторону Чех, там вот. Это вот анклав где был, да? Грузинский анклав где был, да? Да. Туда приехали, они, последние встречи у нас там происходили. Я приехал у друга в машине туда, растерянный, конечно. И приехал, и они вышли из своей машины, присели к моей машине. В твоей машине? Да, присели к моей машине и сразу видели Остерджи, Нев. Та машина, они как-то так посмотрели злые, потом еще руля ледит Ирунфлаг, автотахт Ирунфлаг. Мы на это тоже посмотрели, мадам, что это такое, строго на меня. Я сразу не заметил это все, не расстрелянный был. Мазан, что такое? Что это там такое? Я посмотрел, там Остерджинев, Ирунфлаг. Мазан, это не моя машина, это другая машина. Тавиос Саудха Сагнавнен, что даже флаг, Остерджинев дар са рокуту в Тесахам. Было, да. А им осетинский флаг, это все им как-то, не знаешь, в душе у них такой ненависть был к нам. Не знаю, даже при мне они не сдерживались. Они тебе платили деньги или вообще как это происходило? С самого начала предлагали деньги. Я отказывался постоянно брать деньги. Почему? Мне стыдно было от них денег брать. Это было для меня большое унижение, что от них денег взять.
Потом я же все докладывал нашим спецслужбам. И когда я им рассказал, что они предлагают деньги, они сказали, что лучше брать тебе деньги и отдавай кому-нибудь, ну, надо брать. Это очень плохое, что ты не берешь денег. Они сразу поймут, что что-то Да, не так, что-то, да? да. И после этого мне приходилось брать у них деньги. А сколько они платили? Ну, как тебе сказать, я помню, чтобы устроиться мне в МВД, отдали, по-моему, $1700. Тебе? Да. И устроиться в тюрьму нашу отдали $2000. А там по мелочи, там $200-300, вот так. А так насчет терактов предлагали с $5000 до $20 000. Такие деньги предлагали насчет одного теракта, чтобы мне просто закинуть один ящик. И все. Вот коробку одну закинут, там что произойдет, это уже... Инал, мы дошли до терактов. Вот как ты считаешь, почему они тогда начали делать эти вот террористические акты? Этим они хотели напугать население Южной Осетии. Очень сильно хотели напугать, чтобы люди встали и уехали отсюда. У них было два задания в тот момент. Одно задание – брать к себе людей, большое количество условий давали. Мне предлагали дом, машину, работу, все предлагали. Чтоб ты уехал в Грузию. Я приехал, взял свою семью, уехал в Грузию. Взять. Они предлагали вот, работу, денег, и зарплату хорошую. А какую работу? Вот что они предлагали? Ну, любую работу, которую ты захочешь, вот там и будешь работать. Мне даже паспорт предлагали грузинский. Я и паспорт отказался брать. Завтра, послезавтра отмазался. Ну, грех был брать их не паспорт. Я не хотел, чтобы в каким-то грузинским паспорте моя фотография была. Я отказался. Ну, сказал, что позже сделаю. Сразу не мог прямо сказать. Ну, сказали, чтобы я сфотографировался, фотографии принес, и они паспорт сделали мне. Я первый раз сказал, забыл, второй раз так, ну... Чтобы оттянуть время, получается. Инал, а вот момент, когда ты больше всего испугался, самый опасный момент из твоей вот этой работы? Когда я жучком шел, когда мне предложили друга Дзиранова Аркадия, когда предложили, чтобы я его как-то выманили из села, и я их спросил, что с ним будет. Они сказали, мы знаем, что он постоянно с оружием бывает, и будет, мы его или на месте уничтожим, или ранением, или как-нибудь заберем его. То есть Дзиранов был твоим другом, Да. и они хотели его выманить и убить. А почему его? Почему? Он в 2004 году нашим ГРУшникам помогал, дороги показывал. Он не работал нигде, был нашим миротворцем в Южной Осетии, служил. И просто в 2004 году он на территории Цнелиси, в Наурском районе, показывал дороги в лесном массиве. И за это его дали в розыск. И хотели его выманить как-нибудь из села через меня или убить. И если смогли бы взять его в живых, они бы его в живых забрали. Я их спрашивал, что с ним произойдет. Они сказали, или ему будет грозить пожизненно, или мы его сразу на месте убьем. За это мне тоже большие деньги предлагали, за этот Дзиранова Аркадия. Давали даже Ниву новую, ну, Стечкин предлагали, где-то до $1 000 000 предлагали вот, в тот момент. А какие еще были моменты? Самый страшный момент был на последний период, последнее задание, которое они дали мне. Это был вообще страшный момент. Я даже не соглашался на него пойти. Это для меня было уже чересчур, так и так на нервах был очень сильно, нервничал очень. Я ночами плохо спал, вообще почти не спал.
в таком состоянии был. И последнее задание было принести Республике Южной Осетии где-то до 25 килограммов взрывчатки. Привезти откуда? Я должен был прийти в Никози, село Никози, и оттуда не на машине, а пешком. Я туда на машине не ходил, туда постоянно пешком ходил. В другие места я на машине ездил, но туда только пешком. Давай внесем ясность. У тебя дом находится в районе Шанхая в Цхинвале, и там недалеко от грузинского села Никози, куда ты ходил. Да, я правильно понимаю? Где-то 800 метров от моего дома. И оттуда вот ты должен был привезти взрывчатку, получается. Где-то по 12-13 килограмм взрывчатки. Хорошо маскированная. Я отказывался. Они как сразу спецслужбы... А ты понимал, что это для теракта нужно? Да. Они говорили это? Да, они сказали, это прямо, что это надо завести в город, а потом с города там оставить, а там кто-то их заберет. Ну, про кто-то они не говорили, кто. Я знал, кто он. Я за 3 года многих узнал. Многих узнали через меня. То есть тоже людей, которые работали с грузинами, да, получается? Да. А их потом поймали? Да, многих поймали. Многих поймали, и многих задерживали. И многих еще могут еще задержать. Получается, они тебе рассказали, что они будут делать теракт. Вот это им нужно для теракта, получается, да? Они тебе говорили? Напрямую они не говорили. Ну, да, я понимал, и они понимали, что я это понимаю. Ну, мы уже понимали друг друга с 2 слов. А что это было за взрывчатое вещество? Я сразу не знал, что в них находится. Вот она что из себя представляет. Вот эти 2 изделия взрывных устройства. Пожалуйста. Одно и второе. Вот. Представляет такие куски бетона, внутри которого находится взрывное устройство. Когда их проверили уже, я узнал, что в одном именно было где-то до 2000 шариков поражающих. Там гвозди, там многие, что-то, это если человека попадет один, хватает для человека. А для чего это было? Это было для теракта, это для большого количества людей. Ты их все-таки вынес, да, получается? С самого начала, когда они предложили это взрывчатые вещества занести, я, конечно, сказал нашим спецслужбам Южной Осетии, встретился даже с начальством, уже дошло до начальства комитета Госбезопасности. Да, госбезопасности. Я отказывался принести их. И мне сказали с 2 слов: если их ты не занесешь, в то время, ты же знаешь, в то время было еще людей, которые работали на них. Мы помним теракты, которые происходили в городе, которые вот Бала, ребенок, 2 ребенка. Погиб, да? Да, погиб. Я помню эти многие теракты, которые девочка нашего района умерла, подкладывали гранаты. Это многие случаи были. Знали, что у них есть, находятся в городе другие люди, которые именно на них работают на деньги. Я отказывался, конечно, принести их, и мне сказали: да, если ты их не принесешь, ты откажешься их принести. Ты же знаешь, что их другой человек принесет, и произойдет эти теракты, и все жертвы, которые от этих терактов будут, это будет на твоей совести. Конечно, после таких слов я не мог отказаться принести их. Что бы ни произошло, как бы я ни боялся, как бы я это не хотел, я пошел взял и принес их. И мне было... А куда, домой ты их принес домой? Да, я их нес где-то 3 часа. Хотя мне было... Это ночью было, Айнал? Да, ночью где-то в 2 часа ночи. Шел туда 15 минут в ходьбе, 15 минут, а обратно шел 3 часа, потому что я их боялся, они были очень тяжелые. Я их 10-15 метров проносил, потом уставал, потом опять и вот так 3 часа их нес домой занес где-то в огород и их спрятал. Потом на 2-й день было у меня задание, чтобы их вывести на какое-то место. Ну, где там уже комитет государственной безопасности в курсе был, все. Ждал их, эти взрывчатые вещества. А куда тебе конкретно сказали их принести? Этот был район привокзальный.
Сейчас, где построили тогда то место было пустое. Сейчас находится российский погранслужба. Да. В том месте я их положил. То место было тогда пустое, заброшено. И в то место я их привез и там же положил. На этом месте ждали уже комитет государственной безопасности. То есть важно было узнать, кто их заберет, да? Да, очень важно было узнать их, кто заберет. Именно подозрение было на кого-то было подозрение, но доказательства мало было. Мало было, именно хотели именно на прямые доказательства. И что получилось потом? Время прошло, тот человек заметил там что-то неладное, и он не пришел, не забрал их, конечно. Мне позвонили спецслужбы Грузии, они не заметили, что через меня произошло это все. И позвонили, сказали, что скорее, чтобы я выехал из города. То есть они узнали, что за этим местом следят, куда ты принес взрывчатку, и сказали, сперва не поняли, что это на самом деле сделал ты, да, и предотвратил фактически этот теракт, и сказали, чтобы ты убегал из города, потому что уже как бы знает и уже следит за этим местом. Да, они коротко мне сказали, что одевайся, въезжай на границу, мы тебя на границе ждем. Интересно, это тебе сказали не в сторону России ехать, а вот именно в Грузию, да, получается? А что ты им ответил? Я засмеялся и отключил телефон. Что было потом, Инал? Я отключил телефон и все, которые с ними связывала, выкинул их вообще из дома. Я знаю, что тогда уже была пресс-конференция, или это было потом? После этого у нас была большая пресс-конференция. И там все раскрылось. Я помогал в чем-то. Поработали, это комитет государственной безопасности поработал, и многие факты выявились. Под этим заданием? Да. Фамилии, имена, должности, это все выяснилось. Этот теракт должен был произойти, как мы впоследствии узнали, вот именно здесь, на площади нашей республики, в дни, когда там было бы очень много народу, и было бы руководство республики, начиная с президента, они хотели воспользоваться вот этим хаосом, был бы теракт, большие жертвы, и они хотели тогда зайти в республику и захватить республику. Получается, ты предотвратил это, и за это тебе огромное спасибо. Это был мой долг. Это мой был долг. Вот прошло столько времени, Инал. Ты о чем-то жалеешь? Нет. Я только жалею одном, только что мог еще что-то сделать и не сделал. Вот мог еще, если бы были еще какие-то возможности что-то сделать и не сделал. Вот об этом. А так, что я сделал для своего народа, я ничего не жалею. Даже в таком состоянии, в котором я сейчас нахожусь. Но, Инал, были теракты, которые все-таки произошли. Возле дома Балабестаута и ряд других терактов. Там были жертвы, совсем юные ребята. Вот ты знал об этих терактах? Нет, я не знал об этих терактах, не знал, кто за ним стоит. Хотел сильно узнать, искал те места, где можно было в то время встречи, где были. Одно место я могу сказать, это уже не секрет. В районе Тек, базар, где был, там был гостиница. Где там грузинский пост, да. Около этого гостиницы были очень много встреч. Очень часто встречались там, в таких местах спецслужбы Грузии гражданами Республики Южной Осетии. Ты встречался с людьми, и в этот момент проходит теракт. И вот ты идешь навстречу. Они говорили про этот теракт или нет? Вот. Нет, они никогда нас друг с другом не знакомили. Вот никто нас с друг другом не знакомил. Чтобы мы друг друга видели, это невозможно. Чтобы всю сеть нельзя было раскрыть, да, сразу. Но в одном из интервью, Инал, ты говоришь, что узнал о том, что на одного из граждан Южной Осетии планируется покушение. И какими-то способами все-таки предупредил его. Вот как это было? Это как раз про кого мы говорили, про Дзиранова. Я после встречи, я ему отказал, сказал, что у него, тогда был у него только один ребенок, а сейчас он
У него два мальчика, тогда только один мальчик у него был. И я сказал, что если вы его убьете, ребенок останется сиротой, я не могу, мы родственники, друзья. Я отказался. Но после встречи я пришел домой, я сразу же из дома. В то время в село Цнилиси только связь был только грузинский. Я не растерялся, не испугался, и прямо с грузинского номера позвонили ему и предупредил его. Так и так, на тебя идет покушение, или уезжай оттуда, или спрячься где-нибудь. Он сказал, что он все понял, он будет осторожен, и все. На второй день кто-то мне звонит и говорит: Тедеева Гия, Тедеева убили, а Дзиранов Аркадий ранен в руку и ногу, и его везут в больницу Республики Южной Осетии. Все-таки они... Да, все-таки они его выманили. И он еле убежал от них. Его руку ранили, он от них ушел через лес. А ты потом с ним не поговорил? Конечно, поговорил. Я ему сказал, он помнит это все, когда я ему звонил, он помнит все. Я ему сказал даже, так и так тебя ранили, у тебя... Я шутил, мы до сих пор с ним хорошие. Вот он подвозил меня сейчас. Он даже не видно на него, что он раненый был. Инал, также в своих интервью ты говорил, что у вот их спецслужб Грузии, много информации на граждан Южной Осетии. Вот как ты это понял? Когда я приезжал, у них, знаешь, несколько альбомов, больших альбомов был фотографиями. Все фотографии были. Знаешь, очень много разных фотографий. Многих я узнавал, многих я даже не узнавал. Они показывали фотографии мне и показывали кого-нибудь я знаю, где они работают и кто они. Это граждане Южной Осетии? Это граждане Южной Осетии. В первую очередь они показывали фотографии в то время президента. Эдуарда Кокойты, получается? Да. В то время они показывали президента Южной Осетии фотографии. А потом остальные уже граждане Южной Осетии. Очень много, больше 1000 фотографий у них было, если не больше. В то время? В то время. И эти фотографии показывали не то, что мне, это показывали всем. Ну, это все, это скрывают до сих пор. Я могу прямо сказать, это не секрет. Многие до сих пор уезжают, когда нужды в больницу Грузии, их допрашивают там, всех допрашивают. Многие, когда приезжают, их спрашивают здесь, кто-нибудь тебя видел, кто-нибудь допрашивал, они отказываются. А многие чистую душу говорят, да, меня спрашивали, меня вот то спрашивали. Они чистой души. Из 10 человек, 2-3 человека говорят, да, меня спрашивали. Да, я знали, кто я такой, и меня спрашивали. А многие отказываются. Я там никого не видел, никто там ко мне вообще близко не подходил. Это ложь? Конечно, ложь. Инал, как они узнали, что ты на самом деле патриот Южной Осетии и работаешь на свою страну, на свой народ? После пресс-конференции узнали. Это большой... Да, большой пресс-конференции узнали это все. До этого они не знали, даже не замечали. И как они на это отреагировали? Очень плохо отреагировали, очень злые были, потому что последние теракты, которые хотели они сделать, они готовились к ним годами. Годами готовились к этим терактам, и я им это все испортил. И для них это был большой шок, что такой провал для них был. После пресс-конференции, когда они это все узнали, они звонили мне на домашний телефон, тогда домашний телефон работал, и угрожали, убьют меня там. Искали все поводы, как где-нибудь, как-нибудь мне достать. Искали людей, которые последние года звонили в мой телефон или встречались со мной. Таких людей, таким людям домой приходили и угрожали им, заставляли их, чтобы они встретились со мной, чтобы они позвонили мне и увиделись где-нибудь. Был такой момент в ТЭК. Они назначили мне встречу,
И подъехала белая шестерка, а там грузины сидели. Должен был один человек подойти, якобы встретиться. Ну, я же не один был, тоже со мной спецслужбы были, наши республики Южной Осетии тоже вооруженные. И они белая шестерка подъехала и хотела закинуть меня или что-то, там человек 4 сидели. Там хорошие, здоровые люди сидели там. Ну, хотели что-то сделать, у них не получилось. Заметили, что со мной кто-то есть, и они уехали. Это получается уже после теракта Да. они тебе позвонили? Да, А почему ты решил после теракта еще с ними встретиться? Они же уже узнали, что... я знал, такие люди звонили, что я знал, что именно хотят увидеться со мной. Кто-то вот намечает, что давай встретимся, так и приходи. Ну, давай встретимся. Это было на нашей территории. Я не переходил в грузинскую территорию. Уже после этого ты уже... Нет, я уже близко не подходил. Даже если подходил, я один никогда не подходил. Это все происходило на территории Южной Осетии. Но они даже на территории Южной Осетии себя, как сказать, тогда границы были открыты. Были открыты, они заезжали, выезжали спокойно. Даже если помните побег Каркусовых, какой был случай, что, как они запланировали, это все сделали. Инал, вот мне интересно, неужели ты не боялся? У тебя были тогда уже дети, семья, вот за них ты не боялся? Да, когда после пресс-конференции я боялся, конечно. У меня была дома охрана, я без охраны не спал, сидел за окном, ребенку было 1,5 года. Было тяжело очень, вообще тяжело было. Каждый шорох, каждый шум, каждая машина, проезд, это меня пугало. Ну, я был готов к этому. Тогда были границы открыты, и даже домой ко мне приходили. Такой момент был, что грузины ко мне домой приходили. Тот человек, который, я могу сейчас сказать, который мне подвез вино, он ко мне домой 2 раза приезжал. Ты сказал про вино. Это покушение, которое было на тебя в 2008 году в марте. Расскажи, как это все произошло и как поменялась твоя жизнь на до и после. В 2008 году очередной встречи с кем-то, я, знаешь, как тянул время, как мог, потому что домой приходили. Граница была открыта везде, каждая, ну, как сказать, охраняемая была, ну, заходили люди разные. Это уже было после всего, после того, как они узнали, что да. Эта пресс-конференция была, я тебе приблизительно скажу, в 2007 году в июле месяце. В июне, в июле месяце. И после этого они начали на меня, хотят убрать меня, как-то сказать. Убить. Убить, да. Убить меня. У меня в 2007 году до конца года стояла охрана, дома была охрана. После охраны в 2008 году, как они все знали о моем передвижении, все им докладывали, многие следили за мной и докладывали, кто ко мне приезжает, кто уезжает, кто приходит, кто уходит. И в 2008 году я много раз въезжал с территории Южной Осетии в Северную Осетию. Месяцами, неделями не приезжал домой. Но как я проезжал таможню, они сразу узнавали. Таможни, даже из таможни, не наши таможни, но Зарамага таможни, с российской таможни. У них кто-то был, а там тоже. И они оттуда тоже информацию узнавали. Что ты уже приехал сюда? Да, что я переехал границу, они это тоже узнавали. И домой приходил, все телефоны отключал. Ну, ко мне уже домой кто-то приходил, они узнавали, что я дома, и стучал. И кто-то должен был выйти. И я выглядывал, иногда кто-то из моей семьи. И там грузин стоит. И тебе что-то предлагают, что ты хочешь. Там, ну, его В плане, вот что они говорили? по бизнесу что-то говорили. Иногда, что ты хочешь из Грузии, что тебе перевести. Там, ну, явно было видно, что он подосланный человек. Его подослали ко мне.
Явно видно было на нем, что он подослан. Я не мог ему ничего сделать. Убить я его не мог, побить толку не было. Но ты понимал, что именно этих людей к тебе подсылают, чтобы просто выманить тебя из дома, Да. получается, да? Да. И что стало потом в итоге, Инал? В итоге устал бояться, дома прятаться и выехал навстречу. Выехал навстречу один. А что это за встреча была, Инал? Это в село Кона, один из Ливан, я его фамилию забыл. Он хороший знакомый был мой. Он предложил мне встретиться там. Он заедет, я ему сказал, что я не могу въехать в пределы границы, даже границы не подъехал. Он сказал, что он сам заедет ко мне. Он сам заехал, привез меня 20-литровый штоп черного вина. Сказал, вот от меня подарок тебе. Я его забрал, в тот момент это было 23 марта 2008 года. Было утром, где-то в 11-12 часов, было очень тепло. С окна села все были на улице. Я заметил, что вином что-то не то. С другом выехали. Неужели, Инал, ты не понимал, что они именно хотят тебя убить? Я понимал это все. Ну, Инал, почему ты тогда это сделал? Вот почему ты пошел на это, на эту встречу? Я устал в тот момент бояться и хотел жить как нормальный человек. Выходить из дома. И получилось так, что в этом вине была взрывчатка, получается. Да. В этом вине была взрывчатка, подложена к вину. Я не успел его выкинуть, этот вино рядом с машиной. Во время, когда я хотел его выкинуть, в этот момент взорвался. Какие ранения ты, Инал, получил? Я в тот же момент потерял оба ноги и глаз. Руки были сломаны оба. Ну, меня очень как-то поздно довезли даже до больницы, потому что в тот момент в Знаурском районе только был один скорый. В тот момент только один скорый. Скорая одна приехала, и нас на одном скорой везли вдвоем. И дорога была очень... Тогда через село Авневи нельзя было проехать. И через... Объездная дорога была. Объездная дорога была через Зарскую село. Там была очень плохая дорога. И где-то час меня везли до больницы, если не больше. С тобой еще был друг. Да, со мной был друг. Он и друг, и брат для меня. Как его зовут? Владик Догусов. А что с ним было? Он получил ранение? Да, он тоже получил серьезные ранения. Спустя такое время, Инал, вот ты прошел такой путь. Ты не заработал много денег из этого, ты потерял здоровье. Ты о чем-то жалеешь? Нет. Я сказать могу в любое время. Вот прошло 12 лет, но до сих пор ни о чем не жалею. Вот такое ощущение у меня осталось с первых дней и до сих пор остается. У тебя, Инал, твои сыновей, они гордятся папой? Очень. Старший у меня хорошо учится, отличником. Младший вот скоро тоже по школу пойдет. Они мои помощники дома. Что они говорят? Ну, старшему, младший еще много что-то не разбирается, он еще много что-то не понимает, но старшему бывает иногда кое-какие вопросы. Он иногда что-то спрашивает меня, бывает приятно. Наверняка, Инал, они посмотрят это видео и просто хочется им сказать: ваш папа на самом деле большой герой, и он предотвратил такие теракты, которые бы очень сильно повлияли на республику нашу. Было бы очень много жертв, и непонятно, была бы наша республика независимой, и как бы вообще сложилась наша судьба, если бы не ваш папа. И спасибо вам огромное за такого папу. С той операции прошло уже 12 лет. Я знаю, ты сейчас не работаешь, Инал. Вообще, чем ты занимаешься? Я живу на пенсии, и Сколько у тебя пенсии, Инал? 15 с чем-то,
15 800. И больше ничем не занимаешься. Ну, иногда бизнесом занимаюсь. Готовясь к этому интервью, Инал, я почему спрашиваю, я узнал, что на самом деле ты до сих пор очень активный человек, и все твои знакомые, друзья, твое окружение говорит, что ты все время рвешься работать, сделать что-то, там как-то подработать, может быть, для своей семьи. Государство помогает? Да, да, я не жалуюсь от государства. Я благодарен Анатолию Ильичу Месмерен. Тын благодарный ден. Тын кустарды бенден. Я кустарды бенден. Очень благодарен правительству, многим людям, Мадина Мировне, фонду нашему, многим людям очень благодарен. Очень многие люди ко мне внимание обращают, спрашивают, что-нибудь хочешь, что-то тебе привезти, там, отвезти куда-нибудь. Очень, не жалуюсь, так сказать. По жизни есть очень хорошие люди в республике, живут очень много хороших людей. То есть ты чувствуешь вот эту заботу государства все-таки? Да, я в за прошлом году получил протезы по программе президента. Президент пообещал мне сделать протезы новые. И сделал мне. Я был в Москве, получил новые протезы. Мне легче было на новых протезах, старых протезах. Мне было очень тяжело на них ходить. На новых протезах я даже похвалился. Джиржвар я хурзахнат, мана итками дуэртешурей. Я поднялся с друзьями, зашли, свечки положили, поставили, помолились и спустился. Не устал, нигде не присел. Это была для меня, как сказать... Новая жизнь, да, получается. Снова. Как сказать, что обычному человеку пройти где-то за один день 50 километров. Чего тебе сейчас хочется в жизни? Хочется что-нибудь сделать еще. Вот, постоянно такое желание что-нибудь сделать. Не знаю. Даже сам не знаю, но хочется что-то сделать для республики, для подросткового поколения, что-то сказать такое, чтобы они поддержать их. Авзар фандагал мочислава, на кастер поколение, эйм фанде, юлдер фанде, роджах фандагал славы, меджах кастер тан скумулой, наирестун, эйм фанд. В первую очередь хочется, чтобы дети спортом занимались очень. Танцы, самое главное для нас танцы это тайна рассудка. Ну и вот он. Но это хочется все. Для младшего поколения, чтобы они больше войны не видели. И те страшные моменты, которые мы пережили, Республика Южной Осетия пережила, эти моменты только увидели бы по телевизору, больше ничего. Вот сейчас официальный Тбилиси, то есть Грузия, да, они говорят о том, что вот эти, они называют это недоразумением, вот эти все геноциды, которые происходили здесь, геноцид осетинского народа, вот те теракты, которые ты предотвратил, август 8-го, 90-е годы, когда они нас уничтожали. Вот они склоняют людей к мнению, что на самом деле это были просто политики. Но у тебя, Инал, большой опыт работы. Ты работал вот с этими грузинскими спецслужбами, с их представителями. Вот как они относились к нашей республике и к нашему народу? Очень плохо. Ни в коем случае с ним никакого диалога. Это не то, что у меня есть ненависть к ним, и поэтому я это говорю. С ним нельзя жить, невозможно жить. Я тебе пример скажу. После 90-х годов они после этого тоже не изменились. Когда перемирие было между нами, после 90-х годов, они к нам плохо относились. Я с детства помню это все, что они не любят нас. Вот не любят, просто не любят, и ненависть у них. Будет у них когда-нибудь такая возможность, как у них была в 2008 году или 90-х годах, они это воспользуются. Ты уверен? Уверен, 100%. У них такое поколение растет, что они хуже те поколения, которые были. Чем это обусловлено, Инал? Национализм? Это у них пропаганда такое идет, что дети уже ненавидят уже нас.
Не любят они нас. И никогда не будет у нас нормальной жизни с ними. Инал, вот недавно арестовали супруг Липиных. Вот когда ты это услышал, о чем ты подумал? Я не удивился. Я не удивился, когда это по интернету прочитал, я не удивился в то время, которые работали, в то время, которое это все происходило 2004 до 2008 года до войны. В то время я знал, что многие на них работают. Многие уходили. Многие после этого не выходили на связь. Очень многие связывались с ними. Очень многие связывались. Потому что, знаешь, как грузинские спецслужбы в то время обеспечивала Америка деньгами, большими деньгами. То есть интерес был в деньгах? В деньгах было очень много, многим был интерес в деньгах. И война многих, как тебе сказать, разделили, что они не могут уже встречаться. В то время, когда был до войны проходной двор, двери, границы открыты были, люди выезжали по разным причинам, встречались, там, информациями делились. Сейчас нету этого уже. И очень тяжело уже. Как ты считаешь, сейчас в Южной Осетии работают агенты Грузии? 100%. 100%. Это можно заметить, даже я замечаю. Можно заметить это. А как? Когда к нам гости приезжают, там площади какая-нибудь мероприятие бывает, там бывает их человек 100%. Как ты это замечаешь? Кто уезжает, выезжает из города, это легко можно заметить. Люди сейчас выезжают и заезжают из Грузии. Даже сейчас. Вот в то время, когда есть вирус якобы, и в этот момент многие выезжают и заезжают. Исходя из твоего опыта, Айнал, вот того задания вообще, ты годы работал под прикрытием, получается. Какими качествами должен обладать агент спецслужб? Самое главное — финансирование, техника и учеба, хорошая учеба. Если бы была у меня хорошая учеба, практика была бы какая-нибудь, я бы где-нибудь учился до этого или меня бы обучали. Это было просто неожиданно. Я, конечно, бы не успел учиться, и в то время не для учебы было. Чтобы меня учили в тот момент. То бы много можно было многое узнать, еще многое раскрыть. Михаил Саакашвили, это было все при его президентстве. Как ты к нему относишься? Никак. Он не человек. Животное, можно его прямо так грубо сказать. Это, я извиняюсь, но можно такое сказать. Не извиняйся, это так и есть. Инал, ты не раз говорил, что на самом деле было страшно. Я думаю, страшно было бы любому человеку. Но вот такой вопрос. Как ты справлялся с этим страхом? Тяжело сказать. Просто другого выхода не находил. Нельзя было отказываться. Нельзя было не идти. Нельзя было сдаваться и оставлять это все на половину работы. Да, надо было довести это до конца. Мне давала эта сила, что за мной стоит народ Южной Осетии. Это давало в то время и до сих пор дает мне большую силу. Меня элементарно рдабаны вресога зохтун терактет хай. من زخت کن کمر جون گریم دین بالتوی دین بالس ولت تجوی دخیوت تجوی ده دبینون تباخی چزون جه تیراک تو جمع صدن آوات چغله نکن چی بخون از جا میرا پرتی من مراشد تیراک چوجین فبا فجر چدم سندم سباخش چما کدو جین یخون ازون است تو داشت کملو جین خودت مگانش نه او دت تخلق هاید کود ما نفند بفلاتن فیچیسکی تنگزن و دویت خمه باستن و تن تنگ نیفتل آخام نیفتلتن ما نو بیرش در تای نور خاطرتن خودت تنگ نیفچاد کود نمی‌میتی من مفتاح کاستیلو مثلا مختم خیمان نیست خودت آخام تنگ پیریجیوانی تودتن نبرود کم از پرخ کود تیمت اوس مخیما کشیدتن من فینچون داری رو آخام استرس مندی تنگ استرس مندی ما اودت تگانیش نهیول در آرستون مدامت خم از ما آدم ما وافریما من پرینسکا فدراسیون فستا یوگورات کود گورات مدار مخوی آدم ملایت که کود تا تو در قلس اسکالا
nem best uftagalt rus itten şahına agent utten güzekte. Nem best o Oma ne bombardujme ne bombast. Tyristonu Zaver kustevi. Rusago nežertun. Me odam ne bombast televizor khurovdasti. Me Rusago nežertun. Me yozmatilo nežertun. Me sti khastun badın gut. Me ima akhrana ne tigurat madam. Aytum akhstu khatsa men aytum. Akhstu khatsa khamvana. Budu akhrana titanim barunchma. Akhstu me bozama boshtan shtar khama. Imam skosti madam da tuk da qalas eskelat motadasti ne oladam abi rozmadam televizor chijistum madam. ما ويدا رول غسط خدس من أول عند تنتمخي بانك ما إليمنت أنا باش التنكريديت من دي أدرستك ما يقوم بفست ما أنا يستوي خشة شال ما تنكو كبير رجولن كتون وما ما بانك ما كريديت من إخكتوي خدس بخستو نخ نخشة زن سكن استيش ده خست ما جبيشات بفستن كتر ما من إنتا في ده ما يدون ده نيستوي Oma rostane, не бомбарствуй рост не вообще его да мог да бомбарство мен автома хиватта чи видест мазунгата хавдунит мен чи бомбарство мацана стинета не жустой фалена кангурatan фажуржан فتشگن هایت خی قو ژورنالیستیکا در شمای هم آدمت خی راست اما امبارگه را جوروی راست ندانی نه. قدی رو نواجرم قدی جن سازه کدرا پریس کنفرانس ها دیورس ساگو مستی قدی ایران دراش ایران و راجور آش خبرتیل در ایران و راجور روز مثلا ایران و بمبارن کمی آدم بمبار نه بمبارست آدم ما بدی تنگ بیره چی در تیمم راجور تو من دم دلگی تنج شاید خمال خیتنج آدم کی فیروزن کد تو من قنیرست. خب نیتون من آخام ورند الگی تنج داریتون افت راستن نباکستی افت تام فکستی رو گویی واسطه خود. استیتام تراینوی اگین در خود تیزانو تکفشان. Hinel, man vrsta kod fazakam bojdanč, no vrema все расставила на свои места. Ерна юлдар зунанч, меня зунанч ты и растунан сейчас растай, и хоттар мадан журам бузнак. از نیش نقد کتون نیش در من نقدی ولدای من نیش نقدی من نیک نقد کتون جز خجر ما است بخصون ما جز خجر نیست سپایدا کنم که ما جیست قدی است ما جک خدای تو دو دست آزمی دگیست کرتای ما دو دست میده کنم بنات کرتای کنم دورجوز کرتای کنم شا کرتای کنم زن افت من دریشی کد و اگویست کد و وی اگویست من ویاسون سرست ماری که ما کاخی نکاخت سر ما دارود خجر خود ما من رویتود نه ما مش در تاخت ما بون شاسو ما شاس ما میتخه یا سر خجمت من قبول تشتر کنجست مستی تو ودونیت کنجست ایست تار خجست من میکوگه در تنگ بلاگادار نیدردن ودون در من تنگ خستاردن چخوت سفت تنگ بیره کمی درد کمیته در مست یه درستگ نه بونیون در کمیته تکوشت تنگ افته Тоже КГБ, Комитет государственной безопасности, нахи КГБ. Урдги да 54 студент даров там акфинин чармал фашин кан чахам. Ну, тинг тупли отношения там база делка има даров та тингот чим база там. Мам не мехоз дар ниш. Hinel, de biре ход сохтой кусага кашакуста КГБ дема. ما يا ديسنا خاصي زفت بومبارستون ميا تنگ وجود کنس وشودیم. آبونیم درستم تنگ. یعنی مخن زخن نوزای زونگا در نکنه. تا دارن تا یعنی در جورن نی. فلا این شزاقی سابونو شده مگن. روزن تنگ بلاگدار نیدن رو ایمین آخم جخ کست باکود. ایمین نوی تنگ راست کست باکود. ایمین نکود قدی خیستر تام نخواست باخسن. یافته خواسته ادنم خیستر تا یتو دست. شاو آدم است. مجریبه آدم نیم بستوی. فلا یا ایمین نا. تنگ بلاگدار نیدن روی جخه بخواست افته جن خواست کد قدی بخواستم می قدی زغن افته بخواستم من در ادراتا فیتا ما کد کوسن ما کد زردی آدم میتخم از ویت من نیکتم ما ویت دارو سردگ زرده کوسن میم سردگ زرده وی مم نیر باشد ایزن باشد میم سردگ زرده باشد میم سوز باشد ایتوش تو من ایمه فکستون گرجی ما دوام میمستی دوام فستا قد کت میمیت باشد کت ترمن یون خاصر باطعب کت یون خاص من زختی افتاس روز باشد ما شتى بتن طبعا نبرس اگه نزختم فلات شتى بتن و خستون درز باطن فلا مخی چیزی نه وقتی خودسی نه وقتی نزد باطن کد نیازون فلا سامی سر نماز نیشو دی فلا سامی سر دارم که زختی که او خود فیلم برتاسی ممدم بلا خستون ترز باطن فلا صدق زرد از باطن صدق زرد را خستن رو نیشو سالستون و زار ایرستون من نفند دیرستون و زار سالزنیک ازو شده مگردن اشتر بوز نکن تنگ اشتر بوز نکندن افتا جخ کست که با کود تامیمه ویتخ Борис Атоев, тогда руководитель КГБ Южной Осетии, он сказал, что ты предотвратил 4 теракта, получается, он сказал.
Про один теракт мы знаем. Это тот, который должен был быть на площади и где были бы большие жертвы. Это главный, можно сказать, такой, к чему они готовились, грузинские спецслужбы. Но еще 3 теракта получается. Это 3 теракта, один ГСМ. Смазочные материалы, да. Да, где бензин, солярка находится в Министерстве обороны. Где склад находится оружие. Тоже Министерство обороны. Да, тоже Министерство обороны. И 3 склад, это самые большие склады, которые находятся в село Кусреты. Это тоже военные склады. Это военные склады. Это 3 разные склады. То есть получается, Инал, они больше всего хотели уничтожить объекты именно Министерства обороны? Да, нет, были еще в нашем районе, по улице Санакоева. У кого-то якобы дома есть противотанковые мины. Кто-то видел их, и потом им сказали. Они сказали, это по карте, они это место мне показали этот дом, я его знаю, он хороший человек. У него дома якобы в сарае лежит это все. И чтобы туда тоже закинут, маленькую взрывчатку. Для них был не то, что ущерб сделать Министерство обороны. Для них было это, чтобы пугать людей. Чтобы пугать людей? Да, именно пугать людей. Это для них очень сильно зависело. В то время, чтобы люди убегали отсюда, чтобы людей не оставалось здесь. В тех терактах, о которых мы говорили, в том числе у дома Палабистаута и других, там погибли невинные ребята, тогда школьники еще. Как ты думаешь, Инал, те люди, которые офицеры грузинских спецслужб, которые организовывали эти теракты, они жалели потом об этом? Конечно, нет. Нет. Почему ты так думаешь? Они же это все знали, что произойдет. Они об этом не жалели никогда. Для них в глазах не видно было это. Я бы это заметил. То есть даже детей не жалко? Для них никто не был жалко. Эти теракты, которые большой теракт произошел бы, там же детей много было бы. Парады, кто бывает? Дети бывают большинство. Праздники, кто выходит на площадь? Там дети. Это все они знали. Для них это любой ценой. То же самое в 2008 году. Много детей уже было. Они это же знали. Инал, ну и конечный вопрос перед Плицем. Как ты считаешь, какое будущее у Южной Осетии, которую ты защищал? По городу видно, что очень много объектов сделано. Дороги очень много сделано. Есть еще много не сделанное. Но я думаю, это со временем все сделается. Очень много хороших, красивых мест у нас. Я знаю, что в Южной Осетии все будет хорошо. Я уверен в этом. Вся Южная Осетия, Инал, тебе на самом деле благодарна. Благодарны и мы с нашей съемочной группой. И я знаю, что уверен, что все в нашей республике. Но у меня вопрос. Орден Ватсамунга, высшая награда Южной Осетии, высшая боевая награда Южной Осетии. Тебя ею наградили? Нет. У меня есть много наград, но Ватсамунга у меня нет. Плиц. Короткие вопросы, короткие ответы. Какие качества должны быть у настоящего осетина? Наградоджин яхидарун кумазуна каша уже ноли менолуна несфингел хистер макастер кумазуна сами гда камша загои кумазуна ما واجني تنجو كراجي ما واجد كانوا زرجخه ما جوس نقدم دارت ما كانوا يسخي وجيب دسازه فلدر در جورن چاوت خه که موسور کنج من دنبال تیتل ما خود تک در بیره خود فیتون فارون دراز ما جا ممچله بیز کرشدی ما ارجنیت منای ماش دستم نارنای ماش دستم ما نم ایتاو دی تلفن تشتر تلفن تا موسورنی تلفن تا کنست ما جش پر باجا کود شپارج باجا کود ما لیردک باجا کود ارجنیت ما دست پلاسماز بودلات ما شاسكم صدي وزق ما جاجر شدي نو مسقوم اليوم شكولا آخر كنت تصديق شدي برس شرطي ما شاسكم يسور صدي لنا مفتا أرجني تصامي جبخ نوعان يا كبشتي تاتسو كان واقص وجورات ما آخر بوسر بني ما ينرت درفت ما أنا صادون كشلوسا ما يصدق كان يصدق كانش ما نصدق كتر باستن شور مصر و أبي نازم نو
ვითხე ყავ თოხკენ დონბელთა და იულდარ ოფთა მუსურბენს და მაჯიულდარ იპლოს მოსბუთლო დარჯი ნიში ოფთა ზაღუ მანაჯი შამპონსკიტე ლოდიმინო ჯი პლოს მოსბუთლო Cum azma la priroda makasam uzdoram jabakh manam olkamadaria bunkudu makam bodum kum yafasta sagda gavojam yafasta sagda kenoste tia vozagusum kan ozita damot shidist madam musum udum ozita na ventudum vent nakhot takva ma vozagdar ku yafasta gitl boyt kan rusna lidarna mana raja severni nakhma ما فدخوم شرنج ما فدخوم شرما يسخكتي ما يورا بطست يقرا بنوس صارستم بطست ما مدر بدي مسور بنودي فورن جندر بطست ما فتا تنج نبرياتنا ودي فتا تنج زمن ودي شوز باش دست يا سلق مكتسمه شكون نكتب كنت ليتسي شكون نكتب فيديو روليك تاع صارستي ما نصدق كنت ما انا بوكس مش ما انا درب نفتا جبرياتنا ودي روشان دا شولين فان ديفتا خصوص تنج خصوص قلنا دي فاتن بلاي كنت تخاف عيد كنت ففدا بون كنت شو دي وسخات كنت دي فلهم بيدا دي ما يسخات ففدا مين نرت دا شوسق فونج ربطلا وشو ارتم بالكما ديما مسور بالكما ديما باكيد وما تنبر ديما رخص متى مسور نيتك ما كنا كاسا ما نيش يشجين ما بريدو دا ما نيش نكاسي ما اوينني ما дарку на касамаду мохан худинак. Вспомни кумир твоего детства. Ну, в фильмах в детстве любил, конечно, Ван Дам. Жан-Клод Ван Дам. Жан-Клод Ван Дам. И, конечно, в детстве его мои любимые фильмы были Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне. Да, конечно, ну, солдат Сильвестр Сталлоне. Инал, вот твое мнение. Что такое патриотизм? Патриотизм – это, в первую очередь, любить свою родину. Не продавать его ни в коем случае. Никакие деньги, никакое золото, никакое ничего, чтобы тебя не переубедило. Да, переубедило. Потому что это идет на всю жизнь. Это если ты становишься, не дай Бог, предателем, это идет поколение. Это идет поколение, много поколений идет это. Хшау Джени, фала родина гайма мало, имбире камендарта родина ноли. Чина шера, теолог дестудна родина Николич. Нолдарса свалеттен, нолдарса хиветтен. Удна родина ноли. Мен фандедан билунтат. Да родина ма дабун башан, куна ма да родина воздуха сулафа. Ма да родина ма да хаджамал башан. Ма виш фандах шада, ма ви нишу. Ахшо нишру القاص. ахшо ниш воздуху магазине ноли ходсе. در خور ماگنده در خور ماگنده. ما فنده فنده فلا دا родина ноли در родина фейсафте. Мама дасвалат дар фейсафте. Да эгоист. Мама дасвалат дар софаста фаста дасвалат дар софаста фаста. Шефинди студент да свалата. Дошет тордиге дужи ирунол да деш ирунол ноши тоцаканас. Ордиге кошав ма предатель ко да ирунол ниши тоцакан. Эзнактима има кажен ко хара им эзнактима ко шарай. Каш эзнакта мох наворзанч кадо мастер мох взар фанде удун удеш ирунол ши тоцаканас. Зайним баран ви не бомбарджам, никем бар. Конечный вопрос. Что для тебя счастье? Иметь хорошую семью, иметь хороших друзей, жить на прекрасном родине, которая тебя любила, которых ты любил, которым тебе было бы спокойствие. Здесь, в Республике Южная Осетия, все это у меня есть. Дай Бог, чтобы у других тоже было. Все. На этом вопросе мы всегда заканчиваем. Но, Инал, я бы хотел, чтобы ты пожелал вот в эту камеру подрастающему молодому поколению какие-то пожелания, что ты им хочешь сказать, что ты им хочешь передать? Я хочу им сказать, в первую очередь, здоровья, благополучия, чтобы они больше занимались спортом. Я вот в таком моменте, даже я занимаюсь спортом. Многие мои знакомые знают, что я занимаюсь спортом. Я не ленюсь заниматься спортом. Ну, чем могу, там, гири, отжимания, вот элементарные вещи, которые я могу сделать, я делаю их. Делаю, не ленюсь, их делаю. Сколько времени можно потерять в спорте,
за сутки, за 24 часа видели это 1 час и полчаса для спорта, это для себя это большое удовольствие. Чтобы маленькое поколение, которое у нас растет, они были бы счастливы. Для них, чтобы все было доступно, учеба, спорт и все, чтобы хорошее будущее их ждало. Это был Инал Колиев.